Бараны и домашняя птица особенного ухода к себе не требуют, однако профилактика болезней нужна обязательно. Известны случаи массового заболевания домашних животных. Причины, как правило, разные. И чтобы обезопасить домашний скот, сотрудники ветеринарной станции проводят плановые мероприятия. Сегодня их цель – взять пробу крови у крупнорогатого скота. И начали они с фермерского хозяйства Джугут-Гиреевых. А так нормально. Сейчас восстанавливаемся. Здесь 26 голов крупнорогатого скота. Медики взяли кровь в пробирку, чтобы в дальнейшем их отправить на исследование в Ставрополь. Сам процесс займет от 3 до 5 дней. Закрываем взятием крови для исследований на разные вирусоносители, в том числе вирус ящера, выявление вирус лейкоза крупного рогатого скота, исследование крови на бруцеллез и на наличие антител к вирусу ящера крупного рогатого скота. Эти 4 анализа, плюс еще один анализ, подтверждающий поствакцинальный иммунитет, требуют проведения исследований в мониторинговых планах, утвержденных Ставропольской межобластной ветеринарной лабораторией. И эта лаборатория подтверждает о наличии циркуляции вируса ящера в нашем ареале и имеются ли какие-то носители болезней, скрыто протекающие у этих животных. Вирус ящера – заболевание из группы зоонозов, которое характеризуется отравлением и пузырьково-язвенными высыпаниями на слизистой оболочке как ротовой, так и носовой полости. Часто у заразившихся поражаются кожа межпальцевых складок и околоногтевая ложа. Случаев смерти от этого вируса около 15-20%. Если вовремя обнаружить проблему, то и есть вакцина от болезни. Если болезнь будет выявлена, то врачи уже имеют представление о борьбе с ней. Требуются соответствующие сроки для проведения исследования, которые должны быть выдержаны от 35 до 60 дней, при котором вирус ящера может быть обнаружен или же напряженность иммунитета может быть выявлена. За прошедшие 2 года вирус ящера не был обнаружен на территории республики, но врачи готовятся к любому исходу. Мероприятия по забору крови у домашних животных ветеринары проводят каждый год. Во 2-м квартале при очередной проверке было выявлено бактериозное заболевание в Евкуровском КФХ. Там около 27 голов подтверждение получило, и на это хозяйство были наложены карантинно-ограничительные мероприятия, проведены соответствующие плановые мероприятия с изоляцией больных животных. К сожалению, владельцы животных не очень охотно идут на изоляцию и на вынужденный забой больных животных. Хотя это в связи с тем, что связано это с большими затратами, нанесением большого экономического ущерба, но тем не менее хозяйство, руководители хозяйства обещают, что эти животные будут изолированы и они были изолированы и будут забиты на переработку на колбасные изделия. Следующие подобные проверки будут проходить уже в конце августа. Ветеринары призывают жителей проводить профилактику в хозяйстве не реже, чем раз в месяц, а при заболевании животных обращаться к специалистам для комплексного лечения. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24.